что найдете. Я проверил все исключения, где делаются цепи. В основном это химии. Так, можно составить список всех освобожденных из этих колоний за последний год. В среднем за год на свободу выходит около 2000 заключенных. Да, и не факт, что марш был сделан именно там. Интересно за вами наблюдать. Сколько вы будете этот список составлять? Я вообще всю ночь изучал до конца. Ты что, не спал? Кстати, очень интересно, даже не заметил, как ночью прилетело. Ну, послушайте. С Божьей помощью нашли недостающие деньги на станок. Будем покупать в понедельник. Скорее всего, я не в столе лежал. Да. Удачи, что стоит счет. Есть еще одна запись месяца раньше. Вот сейчас внимание. Приезжал Василий П. Познакомились еще в лидинской колонии. 3 месяца назад освободился из химии. Химия? А что еще? Жаловался, что не может найти работу, выданный из КАЗ-50 Е. Предлагал ему остаться в центре, еще подумать. Бенjamin, что у вас есть по освобожденным химикам за последние 4 месяца? Ага. Уже смотрю. Так, Василий Александрович Павлович 4 месяца назад освобожден. Правда, 2 месяца назад арестован по подозрению в ограблении. Так, давай дальше. Почему Василий Петрович освобожден тоже 4 месяца назад? К тому же в 95-м году отбыл наказание в Литинской колонии. Литинской? А адрес постоянного места жительства есть? Может, это услуга есть? Здесь указан адрес прописки квартиры его отца. Кстати, на отца зарегистрирован автомобиль. Вот он, Василий П. Действительно, наверное, напился вдрызг. Часто это. Как из тюрьмы пришел, так не просыхает. А тем более, когда отца нет дома. То где здесь? Отец в больнице. С таким сыночком-то неудивительно. Так, вы, наверное, спасибо вам за содействие. Да, дочки. Хорошо. Правда. Все. Да, проходите. Могу сказать, что смерть наступила около 6 часов назад. Так что майор был бессилен помочь пострадавшим. Майор пытался привести его в чувство. Ну да, он делал все возможное до приезда скорой. Да, но это не имело никакого смысла. На тот момент Чекарев был мертв уже 2 часа. Вот. Газовая хроматография показала наличие компонентов готового газа в органах погибшего в большой концентрации. А кроме присутствия компонентов газа ты еще что-то обнаружил? Обнаружила смертельную концентрацию алкоголя. Но, судя по состоянию его печени, видимо, это плохо. Как ты думаешь, он смертный будет? Вполне. Вы считаете, это как-то связано с убийством священника? Знаешь, на сегодняшний день это наш главный подозреваемый был. Да, еще один печальный конец по дороге в ад. Причина смерти Бочкарева предельно ясна. В состоянии сильного алкогольного отравления он решил еще заварить чефир. А, чефир? Чефир – это чай предельной концентрации. В общем, в процессе
себя комфортно. Да. А в квартире у Бочкарева наши оперативники нашли деньги, иконы и крест убитого священника. А нож? Нож тоже нашли и завтра привезут тебе на экспертизу. Визуально он очень похож на зоновскую работу. Ну что, дело закрыто? Нет, ребят, у Бочкарева 41 размер ноги. Господи, ну и что? Потому что на месте преступления был обнаружен отпечаток 43-го. Я думаю, что у него были денег. Я тоже так думаю. Здравствуйте, Василий Бочкарева. Я так и догадалась. Извините, конечно, за конкретный вопрос. Он часто пребывал в трезвом состоянии. Хорошо, покойнику говорить плохо. Поэтому я промолчу. Значит, выпивал? Выпивал. Не то слово выпивал. В стельку пьяный каждый день домой возвращался. Да еще дружку вас на двустороннего приводил. Что отец Василий? Отец Василий гонял эту шатью братью. А последнее время он улицы лежал. Вот Васька тут дружками устроили. Засвикался. Ну, совсем что ли, дружил. А в день его смерти, может, вы заметили что-то подозрительное? А двое приходили к нему утром. Я не разглядела. А может быть, он запомнил какие-то характерные особенности, там, одежда, прическа? Точно, одежда. Они в черном были и аккуратненькие такие. Русских рынки обычно не трогают. А эти аккуратненькие не говорили ни громко. Теперь, ребят, новая была программа с отцом Лениным. Мы выяснили, программа называется «Скрепный ключ». Эти люди очень часто не могут адаптироваться к современной жизни. Многих из них здесь просто никто не ждет. Получается, самое безопасное и привычное для них место – это тюрьма. Наш центр, путь домой, пытается разорвать этот порочный круг и помочь им. Мы проанализировали нашу оперативную схему с места преступления и видеофильм программы «Скрепка». Вот наша. Включи, пожалуйста. Останови. Видите на стене? Ничего нет. А теперь посмотрим на телепрограмму. Да, вы чуть найден в квартире Бочкарева. Значится 3 иконы. Совершенно верно. Но это другие иконы. Они были на домашнем иконостасе, а у Бочкарева обнаружены. Это очень интересно. Необходимо обработать видео из телепрограммы, добиться максимально качественного изображения вашей иконы, чтобы можно было потом провести экспертизу. Заметили? Не пропало каких-то вещей. Ой, да я как увидела убиенного отца Михаила. Господи, господи. У них беспорядок. Получается, вы следили за порядком в доме отца Михаила. Да где там следил? Отец Михаил все сам любил делать. Он и убирал, готовил, стирал. Я так помогала ему по мелочам. За продукты покупала. Скажите, а любые какие-то церковные ценности, редкие книги? Что там? Отец Михаил жил очень скромно, как инок. Какие там ценности? И книг у него не помнили, Библия обычная была. У него возле были магазины. Да, Архангел Михаил на ней был изображен. Отец Михаил часто молился, она ему силу передавала. А как это икона появилась? Жила у него с одной одинокой старушкой. Отец у нее был священник, а после революции его на каторгу сослали. Только активность революции? А какой еще? Вот она после смерти завещала эту икону отцу Михаилу. Очень прекрасно, наверное, кто сказал. У нас вот такие в каждом
снова наша телепрограмма «Скрепы» укрепляет ваши духовные скрепости. Крепость. Ничего. Вот сегодня, сейчас. Что? Еще экспертизу, когда они делают. Знаете, в 715 году при ребятах Константинополя были зашиты мешки утоплены сотни монахов. Что, простите, служила причина? Иконоборчество. Возник спор о том, чему поклоняться Японии или розу, которую заложил могу сказать однозначно. Александр Михаил. Он носитель материала, скорее, как исторической ценности. Я ничего сказать не могу. А в какое время было написано это Япония? Вчера. 10 минут. 100. 1000. Ее мне надо увидеть воочию, понимаете? Вези. Ваши фотографии крайне некачественные. Я хочу уточнить. Вы сказали, что объектив нужно получить представление о ценности. Скорее, его видно сразу. Чтобы определить ее ценность, провести экспертизу. Насколько может стоить это? Если это подлинник 8 век, извините, если картинка в вчерашнем виде, то хотите, судьбу случайно подумать, что вы делаете благо. Николай Сергеев, это известнейший эксперт в этой области. Тем более, он это видит в России. Окончательно. Я вас сегодня утром звонил. Присаживайтесь. Благодарю. В чем вот фундаментализм? Вы ведь автор и ведущий телепрограммы «Скреп», правильно? Это правда, эта программа, это мое детище. Вот уже 3 года в эфире, боже, как быстро летит время. Показываем различные аспекты духовной жизни нашей страны. Вы знали, сколько мне людей встречается на пути. Гиганты мысли, колоссы. Вот сегодня возникли, я хотел с вами поговорить. Отец Михаил, вы относительно недавно были у него в гостях. Делали передачу про него. Помните? Ну как же, помню. Это тот, который организовал центр для зэков. Совершенно верно. «Путь домой» называется его центр. Для людей, освободившихся из мест заключения. Помню, могучий батюшка усадил